В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. С вами в студии Александр Голубов и Радио Крым Реалии. Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня мы говорим о том, как встречают начало учебного года на полуострове. В то время как местные чиновники отчитываются о новых партах, крымчанам приходится собирать детей в школу, в том числе на пожертвования. А власти Симферополя признают, в местных школах не хватает учителей. В то время, опять-таки, как крымские чиновники рапортуют о том, что количество учеников в этом году рекордное, их стало на 500 больше по сравнению с прошлым годом. Собственно, как начинается учебный год в аннексированном Крыму, с какими проблемами сталкиваются родители, школьники и учителя, и есть ли возможности для обучения на родных языках у национальных меньшинств полуострова, все это мы будем обсуждать в эфире в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. С нами на связи уже сейчас Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, здравствуйте. Доброе утро. А вот смотрите, фактически почти во всех учебных заведениях Крыма линейки прошли 1 сентября, только в интернате их перенесли на 3 сентября, а этот день отмечался аномальной жарой, и вот, как сообщает корреспондент Крым Реалии, например, в Севастопольской школе номер 34 нескольким детям просто стало плохо до состояния обморока из-за жаркой погоды и длинной речи директора школы. Однако директор школы Юлия Мася посоветовала родителям просто лучше кормить детей. Вот я бы хотел спросить, что известно, в принципе, о том, как прошли линейки в этом году? Это типичный случай, вот когда детям становилось плохо по утрам фактически? Ну, вообще-то, это не очень типичный случай. Вместе с тем, знаете, события мне напоминают 1 мая после Чернобыля, когда чиновники выгнали детей на парад. Вот сейчас в Армянске, Красноперекопске то же самое, массу детей выгнали на линейку. Единственное, что сделали, извините за такое выражение, послабление, это потребовали сокращения времени, там полчаса отбили с линейки. Но вместе с тем экология тоже дает свое значение, и все чаще и чаще дети падают в обморок на вот таких вот помпезных мероприятиях. При этом это относится не только вот к 1 сентября, но и к любым практически мероприятиям, которые проходят во время жары. Поэтому власть как была, так она и осталась. Угу. А вот смотрите, тут еще такой вопрос. Дело в том, что в Крыму к началу учебного года оказались не готовы около 20 школ и детских садов. А образовательные заведения в Симферополе, Симферопольском районе, Евпатории, Джанкойском районе, Саках и Ленинском районе просто не смогли получить российскую лицензию. По словам подконтрольного Кремлю главы парламента полуострова Владимира Константинова, это связано с рядом нарушений, которые касаются ветхости зданий, текущих крыш и отсутствия спортзалов. Давайте послушаем самого господина Константинова и прокомментируем после. Необходимы финансовые средства в объеме около миллиарда рублей, которые не предусмотрены в бюджете на 2018 год. Неполучение образовательными организациями лицензии до указанного срока 1 сентября повлечет за собой приостановление деятельности школ и детских садов. Перевести детей в другие школы не представляется возможным по ряду причин. Вот так рассказывает господин Константинов. Олег, вот как вы прокомментируете эту ситуацию?
Ну, знаете, если бы вспомнить и прошлое 1 сентября прошлого года, была очень похожая ситуация. Еще, то есть каждый год крымские школы оказываются не готовыми. И это не только ветхое здание. Выделяются громадные деньги, которые исчезают. Например, пожарники в этом году заявили, что не готовы 15% школ. А это, извините, уже безопасность, которая существует. Не готовы пораньше и другим причинам. Поэтому это стандартная ситуация, которая характерна для Крыма. Когда попытка перейти на так называемые российские формы, российские лицензии, она продолжается из года в год, и каждый год чиновники рапортуют о том, что они не готовы. Поэтому, я думаю, тут удивляться ничему не стоит. И в следующем году, ну, как говорится, я думаю, что следующий год уже будет украинский, поэтому будут все школы готовы. Мгм. Олег, ну вот смотрите, тут еще одна цифра, наверное, которая важна для этого учебного года. С одной стороны, в школе вот говорят о том, что в школах Симферополя не хватает учителей начальных классов русского языка и математики. Об этом сообщила в свое время начальница управления образования российской администрации Симферополя Татьяна Сухина. По ее информации, недостаточные вакансии школы будут закрывать с помощью молодых специалистов и действующего состава, и таким образом их нагрузка будет увеличиваться. Однако вот это, с одной стороны, у нас есть такая тенденция, а с другой стороны, в конце 2017 года и раньше жаловались тоже так же, что в некоторых школах Симферополя и других районов, ряда районов Крыма не хватает учителей математики, информатики. Но вот, подконтрольные Кремлю власти Севастополя сообщают, что вот в первый класс пойдет фактически больше 5000 первоклассников. Это рекордное количество. Вот. И по информации сотрудников Департамента образования города, увеличение первоклассников произошло за счет детей, переехавших в город российских военных и чиновников. И тут не только, то есть количество первоклашек растет не только в Севастополе. Вот первый школьный звонок 1 сентября прозвучит в Крыму для 23 тысяч 76 первоклассников. Это на 500 школьников больше, чем в прошлом году. Вот подскажите, вот такой ситуации, насколько, в принципе, крымские школы готовы переваривать растущее количество первоклашек, по вашему мнению? Ну, я бы начал немного с другой стороны, потому что всего 500 человек. Это меньше 2% первоклассников увеличения количества детей, которые пойдут в первую школу. В Украине в этом году пошло в школы около 450 тысяч, что на 10% больше. Демографическая ситуация та же. То есть мы видим, что в Крыму замедлилось количество увеличения детей. Это раз. И второе, если в 2014 году в симферопольские школы ходило около 5% во вторую смену, то в прошлом году было 9%, в этом году уже 13%. То есть они просто элементарно задыхаются. Задыхаются даже не от того, что растет количество детей. В 2014 году в Крыму было около 580 школ. Сегодня 530. В Симферополе в прошлом году было 50 школ, в этом году 48. То есть элементарно закрываются школы. При этом в том году данный вопрос вышел на уровень Госдумы, и министр образования России сказал о том, что она берет под личный контроль вопрос закрытия крымских школ. Поэтому, с одной стороны, мы видим какое-то увеличение именно из-за данной ситуации, а с другой стороны, мы видим о том, что российским властям не нужно крымское образование, и они стараются и таким вот образом выдавить людей из Крыма. А скажите, в принципе, насколько, как вот это такая ситуация со школами, их заполненностью детьми может повлиять на качество образования? То есть это сильно ухудшает результаты детей в конечном итоге? Вы представьте, даже, как говорится, 2 смены. Учиться очень тяжело, это во-первых. Во-вторых, количество, то есть учителей все время уменьшается. Уменьшается это хотя бы из-за того, что даже зарплата, которую декларируют около 20 тысяч, не выплачивается в полном объеме. Зайдите на сайты, где предоставляется работа, и вы видите, что учителям предлагают очень мало. Кроме того, сейчас попытка внедрения второго иностранного языка даже во многом в ущерб крымско-татарскому и украинскому языку. Естественно, это все отражается. Плюс ко всему, в этом году заканчивается так называемый переходной этап, и все крымчане должны будут сдавать ЕГЭ.
А результаты ЕГЭ тоже не радуют по отношению даже ко многим российским территориям. Поэтому количество и качество, которое происходит у нас в крымских школах, к сожалению, приводит к тому, что дети вынуждены, родители вынуждены вывозить своих детей как в Россию, так в Украину и даже за границу. Что ж, Олег, я благодарю вас за ваши комментарии. Вот отдельно напомню, на связи с нами был Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения Альменда. А отдельно его ремарку о введении второго языка иностранного в ущерб украинскому и крымско-татарскому я как раз сейчас и хотел обсудить в эфире. С нами на связи Эмине Ханум Авамилиева, Эмине Ханум, крымско-татарский общественный деятель. Эмине Ханум, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Вот только что Олег Охредько говорит о том, что вот введение второго иностранного языка будет фактически проводиться в ущерб крымско-татарскому. С нами на свое время в эфире нашей радиостанции также выступал Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, и он рассказал, что из 16 школ с крымско-татарским языком обучения осталось фактически 7. Я предлагаю послушать прямую речь господина Бариева и вот эту проблему обсудим в прямом эфире. По официальным данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, так называемым министерством, в 2017-2018 учебных годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымско-татарским языком обучения, 4 с русским и крымско-татарским языками обучения, и 5 образовательных учреждений, изменивших статус школы крымско-татарского языка обучения на общеобразовательные учебные заведения, то бишь без определения языка обучения. Напомню, это был Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. У нас на связи Эмине Ханум Авамилева, крымско-татарский общественный деятель. Эмине Ханум, и вот у меня к вам такой вопрос. Вот мы видим, с одной стороны, уменьшение количества школ, с другой стороны, вытеснение крымско-татарского языка за счет второго иностранного. Вот в такой ситуации хватает ли вообще возможностей для крымских татар изучать в школах родной язык? Ну, прежде всего, я бы не стала бы полностью подтверждать информацию, которую изложил Эскендер Бариев, поскольку после вашей информации на Крым Реалиях со ссылкой на Эскендера Бариева о том, что уменьшилось количество школ с крымско-татарским языком обучения, мы провели свой мониторинг, мы общались с представителями с администрации тех школ, в уставах которых обозначен русский язык и крымско-татарский язык как языки обучения, и связывались с профильным министерством с подтверждением информации. Ситуация остается пока нормальной. Школы с крымско-татарским языком обучения, как у нас были обозначены 15, это вот наши национальные школы, они так и остались. Ни одна из школ статуса не поменяла. Поэтому здесь утверждать, что вот из 15 осталось 7, здесь я бы так опрометчиво не заявляла. Это во-первых. А то, что касается уменьшения количества часов на изучение родного языка за счет обязательного введения иностранного языка, и причем введение его в обязательную часть, я бы сказала, что это более реальная ситуация, и она сегодня уже имеет место. Вот на этой предстоящей неделе мы планируем выехать в несколько школ Симферопольского района и по городу Симферополю. По всей вероятности у нас будет еще предложение выехать в школы Крыма, где действительно уже в обязательном порядке вводится французский, английский, либо немецкий язык в обязательном порядке, в обязательную часть, а крымско-татарский язык, как родной, ввиду отсутствия заявлений родителей, обращаю на это внимание всех наших слушателей, будет вводиться либо факультативно, либо уже не в обязательной части учебного процесса. Это действительно очень тревожный сигнал, поскольку с 22 августа вступил в силу уже новый закон, который внес изменения в федеральный закон об образовании, где изучение родных языков будет вводиться в учебные планы исключительно по заявительной форме. То есть как будут писать родители заявления в часть изучения родных языков, таким образом будет формироваться учебный план, учебные программы. И поэтому, если родители упустят этот момент, то изучение родных языков действительно будет задвинуто на задний план. И крымские татары,
и украинцы, и все те, кто будет обозначать свой язык родным языком, действительно могут остаться без должного количества часов на изучение родного языка, где будут забирать вот эти часы на изучение иностранного языка, второго языка, либо на изучение русского языка как государственного. В части вот подготовки к государственному, к единому государственному экзамену. Эмине Ханум, ну вот в такой ситуации, опять-таки, для крымских татар, я так понимаю, самое важное подавать эти заявления, но если, предположим, опять-таки, этих заявлений будет недостаточно, ну, условно говоря, есть одна или две семьи, которые такие заявления подадут, а в то же время этого просто элементарно не хватит, чтобы начать обучение на крымско-татарском языке. Какие-то альтернативные возможности изучать родной язык, кроме школьного обучения, у крымских татар есть? Ну, безусловно. Но прежде всего, вот, пользуясь моментом такой широкой трибуны, аудитории, которая слушает, я все-таки хотела бы обратить внимание на то, что, во-первых, это прямая и непосредственная обязанность администрации школ разъяснить нормы закона в части изучения родных языков. Чего не делает в абсолютном подтверждении. Вот мы выезжали в регионы и с этим сталкивались. Не делает администрации школ, не делают этого учителя, к сожалению. Это не вывешивается на сайтах этих образовательных учреждений. Нет информационных стендов в холлах школ. Администрация школ этого не доводит до сведения на общешкольных собраниях о законных, о правовых возможностях изучения доступа к образованию на родных языках, будем говорить так. То есть информации недостаточно. Когда родители общаются с администрацией школ, к сожалению, администрации школ навязывают другие варианты обучения или изучения родного языка, которые, ну, будем говорить так, не совсем соответствуют действующему законодательству. Этот момент тоже есть. Хочу обратить внимание на то, что родители не всегда, будем говорить так, последовательны, не всегда принципиальны. Родители иногда, будем говорить так, мягко говоря, пасуют перед ситуацией. И, честно сказать, бывает иногда удобно и легко согласиться на тот вариант, который предлагается школой. Это один момент. То, что касается альтернативного обучения родного языка или изучения языка или обучения на родных языках, да, действительно. В свое время, еще в 2013-2014 году, мы с экспертами обсуждали возможный вариант возрождения, будем говорить так, воскресных школ. То есть таких форм образования, развития родного языка, как центр развития на родных языках. И действительно, вот с 2013 года в Крыму начал работать достаточно эффективная методика. Это у нас начали открываться центры развития на родных языках, центры развития на крымско-татарском языке. И по состоянию на сегодняшний день это действительно имеет очень позитивное, будем говорить так, следствие. И, как правило, и как следствие появилось уже достаточно большое количество центров развития на родных языках. С большим удовольствием хочу назвать один из популярных центров развития на крымско-татарском языке в Симферополе. Это центр Фиданчик, который уже имеет филиал в городе Белогорске. Очень надеемся, что будет таких центров, я имею в виду филиалов этого центра развития и в других регионах Крыма. Также в Симферополе функционирует центр развития Филис, Айле. В Джанкое также есть центр развития на родном языке. И активисты, гражданские активисты сегодня имеют желание провести обучающие семинары, тренинги для тех энтузиастов, для тех, будем говорить, специалистов, которые очень хотят вот эту идею развить, продолжить и, естественно, в регионах ее поддержать. Я думаю, что это была бы очень замечательная и нужная поддержка развитию, сохранению образования на родных языках. Для крымских татар и, конечно же, для украинцев, для украинского языка. Эмине Ханум, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами была Эмине Ханум Авамилева, крымско-татарский общественный деятель. Мы говорили о возможностях для изучения крымско-татарского языка в крымских школах и вне системы школьного образования. Напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. Мы говорим о том, как прошло 1 сентября в
на полуострове. Если вам есть что рассказать по теме программы, звоните нам по бесплатному номеру 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, а также заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, это радио Крым Реалии, в эфире с вами Александр Голубов. Мы говорим о старте учебного года в Крыму, и к нашему разговору присоединяется Ирина Жданова, председатель украинской общественной организации «Фонд Открытая политика». Ирина, здравствуйте. Добрый день. В свое время недавно у нас в эфире был Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра, и он заявил о том, что в принципе в Крыму сейчас не осталось ни одной полноценной украинской школы. И вот в связи с этим я так понимаю, что у тех крымских школьников, которые хотят изучать украинский язык так или иначе, одной из немногих возможностей есть дистанционное образование. И подскажите, предоставляет ли Украина какие-то возможности крымчанам для изучения украинского языка, вот скажем так, во внеклассной форме? Да, конечно. И действительно, в Крыму есть огромная проблема с изучением украинского языка, и это ограничивает доступ крымчан к получению образования Украины на материковой Украине, поскольку украинский язык и история Украины являются обязательными для сдачи при поступлении в университеты даже за спрощенной процедурой через образовательные центры Крым-Украина. Поэтому можно учить украинский язык дистанционно. И эта школа для крымчан в Киеве работает, международная украинская школа. И в этой школе не просто можно учить украинский язык дистанционно на экстернате, а можно и другие предметы учить и украинознавчего блока и получить документ об образовании государственного образца, то есть аттестат за 11 класс или свидетельство за 9 класс. У нас работает горячая линия с вопросов образования для крымчан и для жителей Востока. И я хочу сказать, что резко увеличилось количество звонков, потому что увеличивается осознание того, что все-таки украинские документы об образовании дают больше шансов для мобильности молодежи и для их труда, для того, чтобы они получили работу не только в Украине, но и в Европе. И поэтому возможность учиться дистанционно – это, если говорить о средней школе, возможность учиться дистанционно – это есть главный инструмент получения документов государственного образца. Кроме этого, существует много платформ, где можно просто проходить и повышать свой уровень знания украинского языка, истории Украины. Одна из таких платформ – это доступно освита.com.ua. Это платформа, которую создала наша общественная организация вместе с ЮНИСЕФ. И там есть уроки, которые не только бесплатные, но и не требующие никакой абсолютной регистрации, что очень важно. По курсу «История Украины», «Украинский язык и литература» есть и видеоуроки, и тесты, и презентации. И отдельно есть также полностью по всему курсу школьной программы на украинском языке все предметы, которые тоже и бесплатные, и без регистрации. Ирина, вот у нас осталось буквально 30 секунд. Я хочу от вас услышать ответ на один вопрос. Если я планирую поступать в украинский вуз, за сколько лет мне нужно начать изучать эти предметы? Вот когда мне нужно обратить внимание? Можно хоть и последний 11 класс, а можно хоть и с 1 класса. Это не имеет значения. Можно в 11 классе пройти программу экстерном за несколько лет.
Понял. Ирина, благодарю вас за ваши ответы. У нас на связи была Ирина Жданова, председатель Украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Это было радио Крым Реалии, в студии Александр Голубов. Услышимся через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Севастополе коммунисты митинговали против пенсионной реформы. В Ялте до октября запрещена любительская охота. Сейчас подробнее. На митинге в центре Севастополя требовали отставки правительства России и проведения референдума по пенсионной реформе. Митинг организовал Севастопольский горком Компартии. Так может причина в бесхозяйственности, в неумении вести экономику? Тогда зачем нам такое правительство? Правительство Медведева в отставку! Правительство Медведева в отставку! Участники митинга вспомнили уровень пенсионного обеспечения в СССР во время правления Иосифа Сталина. Ранее правительство России предложило повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В Ялте до 30 сентября введен запрет на любительскую охоту в местных угодьях, сообщает пресс-служба Минэкологии Крыма. Соответствующий указ подписал российский глава полуострова Сергей Аксенов из-за высокого уровня пожарной опасности и для сохранения охотничьих ресурсов, а также безопасности объектов государственной охраны. 1 сентября стало известно, что в Кировском районе Крыма на горе Агармыш возле Старого Крыма горит лес. Накануне спасателям удалось локализовать пожар на площади предварительно 20 гектаров. В Армянске, где в ночь на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества, на газонах появились мертвые птицы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По словам очевидцев, в городе нет воды, а металлические поверхности продолжают покрываться ржавчиной. Общая экологическая ситуация также лучше не становится. Скандал с неизвестными выбросами на территории Крыма вспыхнул с новой силой, когда власти полуострова заявили, что не будут останавливать работу промышленных предприятий на севере Крыма после экологического происшествия. Центр занятости приглашает севастопольцев на уборку винограда, заявила директор городского центра занятости Светлана Рендак. По ее словам, 3 сентября в Севастополе начинается массовая уборка урожая винограда. От центра занятости ежедневно в 7 часов утра в течение месяца будет отходить автобус. От жителей города требуется представить документы и определиться со сроком работы. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 31 градуса выше 0. Временами облачно. В районе Чонгара и Новоалексеевки ожидается плюс 29 без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. А крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня мы говорим о том, как продолжает развиваться противостояние между Россией и Украиной на северо-востоке от Крыма, в Азовском море. В частности, о решении Госдепартамента Соединенных Штатов осудить действия Кремля в регионе. Сможет ли американское давление повлиять на действия России в Азовском море? Почему в Кремле заговорили в ответ об украинских морских пиратах? И что будет делать Киев, если азовские порты Украины будут окончательно заблокированы? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания.
Итак, на прошлой неделе Соединенные Штаты осудили преследование со стороны России международных транспортных перевозок в Азовском море и Керченском проливе, заявив, что это еще один пример попыток Москвы дестабилизировать Украину. 30 августа Госдепартамент США обвинил Россию в препятствовании в период с апреля сотням коммерческих судов из-за ограничения размеров кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив, единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море из Черного моря. Цитирую: «Действия России, препятствующие морскому транзиту, являются еще одним примером ее кампании с целью подорвать и дестабилизировать Украину, а также ее пренебрежение международными нормами», подчеркнуло внешнеполитическое ведомство США. «Мы призываем Россию прекратить преследование международных перевозок в Азовском море и Керченском проливе», сказано в сообщении. Однако в Министерстве иностранных дел Российской Федерации решили не оставлять без ответа заявления Госдепартамента. Там назвали легитимными остановки и досмотр судов, которые идут в украинские порты, и призвали США не вступаться за бесчинствующих подопечных, цитирую. Российские дипломаты увидели на акватории Азовского моря, где Российская Федерация, фактически устроила блокаду портов Украины, украинских пиратов, и увязали это с проблемой россиян в американских тюрьмах. Вот если кратко процитировать заявление посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах в Facebook. Цитирую: «Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных». Я так понимаю, что здесь российская сторона все-таки подразумевает украинскую сторону. Начать предметный диалог о проблеме российских граждан в американских тюрьмах, пишут сотрудники МИД РФ. В Москве также заметили, что Госдепартамент США озаботился легитимными остановками для поверок судов в Азовском море. И также, цитирую: «Здесь замалчивают факты украинского пиратства», уверены дипломаты из Российской Федерации. Примером они назвали задержание украинскими правоохранителями траулера «Норд» и танкера «Механик Погодин». В МИДе Российской Федерации считают, что все это делается для того, чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека. Вот такие вот дипломатические, я бы сказал, уколы менялись Вашингтон и Москва. И у нас на связи Николай Белешков, украинский политолог, аналитик Института мировой политики. Николай, здравствуйте. Доброго ранку. Вот мы только что послушали, чем, скажем так, обмениваются между собой дипломаты России и Соединенных Штатов. Вот по вашему мнению, заявления американцев по Азову хоть какое-то влияние на Россию может иметь, или это скорее просто попытка сохранить лицо со стороны Вашингтона в этой ситуации? Я думаю, це все-таки друге, тому що зрозуміло, що однією заявою змінити поведінку Російської Федерації важко, і якби Сполучені Штати Америки ще трошки почекали, відповідно, то виникало питання взагалі, яка позиція Сполучених Штатів Америки. На цьому фоні, зважаючи на те, що все-таки Сполучені Штати Америки, як держава номер один, як держава з найбільшим флотом, саме вона відповідальна за так звану, наприклад, свободу мореплавства, на основі якої ґрунтується світова торгівля, тобто вона забезпечує один із цих важливих факторів. Тобто виникали питання до Сполучених Штатів Америки, а де взагалі ця держава на фоні того, що інша держава, велика держава, діє на грані порушення міжнародного права, відповідно, формально його не порушуючи, але створюючи проблеми для іншої держави, для України. І таким чином, фактично, своїми діями, де-факто, Росія порушила один з головних фундаментальних принципів – свободу мореплавства. Тому якби Сполучені Штати Америки не відповіли, то було багато до них питань. А щодо впливу, ні, звичайно, будь-які заяви, які не підкріплені якимись конкретними діями, вони можуть змінити поведінку Російської Федерації. В цьому сенсі набагато кращою показовішою була заява Курта Волкера, відповідно для видання The Guardian, на вихідних, де він чітко сказав, що Сполучені Штати Америки готові в випадку необхідності йти далі, не лише передавати протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», але й надавати відповідне обладнання, техніку для посилення потенціалу України в протиповітряній обороні, і також в плані морської безпеки. Це набагато показовіша заява, і гіпотетично, в разі позитивного розвитку подій, саме вона може змінити якби ситуацію для нас, для України, якщо США дотримуються саме цієї заяви духу і букви. Угу. Николай, а вот по вашему мнению, со стороны США стоит ожидать только теоретически пока что, но тем не менее предоставление вооружений, которые могут поменять баланс сил в Приазовье, или же можно там думать и о санкциях каких-то связанных вот с такими действиями Российской Федерации в регионе?
Ну, наскільки я розумію, точно мова йде про постачання відповідного обладнання, і знову ж таки мова йде не лише про озброєння. Наприклад, якщо Україна отримає радари для контролю ситуації в Азовському, Чорному морях, тобто ми розумітимемо банально, що там відбувається, тому що зараз цього немає. Це вже буде надзвичайно великий позитив. Хоча деякі експерти, в принципі, говорять про можливість постачання і озброєння, в тому числі протикорабельних ракетних комплексів. Паралельно з тим, що Україна розвиває власні протикорабельні комплекси, нам не завадило постачання американських протикорабельних ракетних комплексів. Відповідно, тим паче вони подвійного використання можуть наносити як удари по морським цілям, так і по наземним цілям. Це було б непогано. Відповідно, але дискусія поки що млява. На жаль, поки що млява вона. Я не бачив великої значної дискусії. Тобто тут питання до українських експертів, до американських експертів з проукраїнськими поглядами, де всі вони, відповідно, чому немає такої сильної дискусії. В плані відповідних санкцій, так, гіпотетично можна вести діалог про це, треба навіть вести діалог, ставити питання, тим паче, десь бачив цікаву пропозицію, що Україна могла б ставити питання про санкції щодо російських портів в Чорному, в Азовському морях. Ну, в Азовському морі я не знаю, як наскільки вони були б сильні, а от, наприклад, санкції гіпотетично щодо Новоросійська, відповідно, такий асиметричний крок, так, знаходиться в Чорному морі, але все ж це значний мав би удар, оскільки через Новоросійськ відбувається відвантаження, як, наприклад, зерна на експорт, так і нафти на експорт. Тому, в принципі, був би вагомий крок, але, знову ж таки, не бачу жодної інформації, чи Україна саме ставить такі питання, виходить до Вашингтону саме з такими пропозиціями. Але працювати треба паралельно і на дипломатичному треку можливих санкцій, і на посилення обороноздатності. Але там теж поки що багато питань. Угу. Николай, а вот не могу не упомянуть, на первый взгляд это кажется не очень взаимосвязанные события, но тем не менее недавно украинская сторона заявила о готовности приобрести американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Все-таки в контексте милитаризации Крыма, наращивания там военно-воздушной группировки, для баланса сил в Приазовье, в том числе и в регионе Крымского полуострова, это может быть важным шагом со стороны Украины. По вашему мнению, насколько реалистично, чтобы Украина смогла потратить такие деньги, это все-таки огромные деньги для украинского бюджета, и насколько это в реальности способно поменять ситуацию? Все-таки Украина имеет также советские комплексы С-300, достаточно, ну, насколько я знаю, серьезные в своих возможностях. Действительно ли Патриот может стать палочкой-выручалочкой на таком фоне? Насправді так, тут питання до спроможності України самій купити такі комплекси, оскільки один підрозділ, відповідно, необхідна кількість пускових установок разом з РЛС коштував до $750 мільйонів. Ну, це більше, ніж річний бюджет всіх Збройних сил України на переозброєння. Тобто тут питання щодо посилення загальних спроможностей, так, гіпотетично вони б значно посилили, якщо б щонайменше ми отримали до 3 таких підрозділів, відповідно з необхідною кількістю пускових установок і РЛС відповідними ракетами, до речі, зенітними ракетами, тому що там є різні типи. Але як би це справило відповідний вплив саме на цю ситуацію в Керченській протоці, в Азовському морі, меншою мірою в Чорному морі, я думаю, вона мала б менший вплив, відповідно, оскільки мова в першу чергу йде про необхідність отримання протикорабельних комплексів ракетних, які, до речі, коштують менше. Відповідно, мова йде не про 700 мільйонів, 750 мільйонів доларів, але ще там, можливо, 100-200 мільйонів доларів. Тобто менша цифра, відповідно, вони б мали більший вплив, відповідно, оскільки, на жаль, зараз Україна не має потенціалу у випадку необхідності діяти на всіх рівнях ескалації, тобто від протидії морському піратству до можливих повномасштабних воєнних дій, відповідно, це, звичайно, обмежує потенціал України діяти симетрично, відповідно, щодо Російської Федерації, так само, як вона діє. Ну і плюс позначається така гібридність дій Російської Федерації, що вони діють на грані. Тому ні, і це не підйомно. Ми скоріше за все брали кредит відповідні системи Петріот, відповідно, тобто розраховувались пізніше, платячи певну лише частинку зараз. І їхній вплив загальний, ні, я сумніваюся, що вони мали значний вплив. В першу чергу вплив на ситуацію на морі, звичайно, мали відповідні протикорабельні ракетні комплекси. Николай, я попрошу оставаться на связи. Коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя. Я предлагаю выслушать мнение или вопрос и вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы, и мы слушаем вас. Здравствуйте, меня Владимир зовут. Здесь вот вопрос такой по остановкам кораблей в Азовском море. Даже украинские юристы говорят, что Россия ни на йоту закон не нарушает. А вы могли бы сказать, какие именно юристы? Владимир, какие именно юристы? Просто, чтобы мы знать. Потому что у нас в эфире были юристы, которые заявляли прямо противоположное. Нет, в частности, тот же Землянский, например, говорил, он эксперт по энергетике, но в частности затрагивал, да, там Волошин.
украинский также. То есть спикер МИДа времен Януковича, вы хотите сказать? И он юрист, кстати, тоже. Ну, какая разница? Он пресс-секретарь Министерства иностранных дел. У меня, в принципе, вот такое предложение к российской власти есть. После выборов, которые пройдут на Украине, ни в коем случае не признавать новую власть и приравнять Украину к Сомали. Погодите, а если победит, например, Медведчук? Тоже не признавать? Это кум Путина. Нет, ни в коем случае. Медведчука тоже не признавать. Медведчук такой же, как сказать, про Майдан, он только прикидывается и все. Хорошо, я думаю, господину Медведчуку будет интересно это узнать. Владимир, спасибо вам огромнейшее, на самом деле, за этот звонок. Это будет, я бы сказал, украшение нашего сегодняшнего эфира. Но с нами на связи Николай Белесков, украинский политолог, аналитик Института мировой политики. Николай, вот мы говорили о реакции Соединенных Штатов. Вы отметили, что еще бы немного, и, в принципе, возник бы вопрос, вообще какая позиция Соединенных Штатов по этому вопросу. А у меня в связи с этим такой к вам вопрос. Почему так долго Вашингтон, ну, скажем так, не спешил дать какую-то свою официальную оценку происходящего? Насправді тут декілька, можливо, будь версій. Банальна версія може бути пов'язана з тим, що, незважаючи, що ситуація в Керченській протоці почала погіршуватися для України з квітня, відповідно, значною мірою. Наскільки я розумію, значної інформаційної роботи в цьому плані не велося, відповідно. Тобто ми не били в набат, ми не заявляли, не говорили. Відповідно, тобто, я думаю, значною мірою відповідальність саме на нас, в цьому сенсі на Україну, а не на Сполучені Штати Америки. Хоча, знову ж таки, до них теж багато питань, оскільки, незважаючи на те, що Україна заявляє чи не заявляє, вони повинні були моніторити цю ситуацію, є дипломати. Тобто тут відкрите питання, що їх так довго стримувало, оскільки, знову ж таки, це держава номер один, вони саме відповідальні за свободу мореплавства. Це таке загальне світове благо, common goods, як його називають, без якого не існує, відповідно, світової торгівлі, вільної торгівлі і благополуччя. Тому тут відкрите питання, насправді, мені дуже важко сказати. Тобто тут питання в кінці кінців для Сполучених Штатів Америки, хоча я підозрюю, що в цьому сенсі Україна винна значною мірою, оскільки увагу насправді не приділяли. Почали говорити лише активно в кінці весни, на початку літа. Перші американські експерти звернули взагалі увагу лише в липні 2018 року, що теж є дуже і дуже показовим. Николай, а как бы вы охарактеризовали действия Украины в этой ситуации? Вот кроме того, что они били в набат, многие говорят о том, что вот Украина должна была бы жестче реагировать, ну, не на дипломатическом, а вплоть до военной компоненты вот такой реакции. Вообще, насколько Украина способна вернуть контроль над Керченским проливом в этой ситуации? Ну, многих, мне кажется, экспертов могут быть вполне себе легитимные сомнения на этот счет. Ну, знову ж таки, як я вже говорив, на жаль, Україна не має такого симетричного потенціалу, на відміну від Росії, проводити ескалацію на всіх рівнях. Тобто вона не готова, наприклад, до повномасштабних військових дій на морі. Так, ми, наприклад, готові відбити атаку з моря, самостійну атаку з моря, ми готові, ми тренуємося, відповідно, ті ж самі навчання «Шторм 2018» показали, що потенціал є, але справа в тому, що відповідний потенціал для фактично піратських дій Росії дає фізичний контроль над сушею, а не над морем, в першу чергу, відповідно створення Керченського мосту, який обмежив тонаж. Тому, насправді, в цьому сенсі Україні поки що фізично робити вона може мало що, відповідно, і потенціал цей обмежений буде дуже довго, скажімо так. А те, що Україна робила чи ні, Україна в першу чергу займалася посиленням обороноздатності на суші і повітрі. Тобто це логічне рішення було останні 4,5 роки, це був пріоритет. Тобто, що, на жаль, до ВМС руки поки що не дійшли, відповідно. Тому ні, я б не сказав би, що ми не робили, ми займалися. Але, знову ж таки, проблема основна в тому, що поки Росія контролює два участки суші, фактично, значною мірою ми Азовське море втратили ще в 2014 році, коли був окупований Крим. Інша справа, що Росія вирішила лише зараз використовувати потенціал для, відповідно, залякування, потенціал для створення проблем, для торгівлі, відповідно. Але значною мірою ми Азовське море і торгівлю через Керченську протоку втратили ще тоді, відповідно. Тому я не бачу, тобто, скажімо, проблема вже тоді вона почала назрівати. Інша справа, що вона активізувалась зараз. І, знову ж таки, поки Росія контролює Крим, поки Росія має міст, Україна мало що може зробити. І, знову ж таки, основна проблема в тому, що Росія класично діє на грані. Відповідно, так, вона, скажімо,
порушує міжнародне право, але це зовсім не те порушення, наприклад, як відкрита морська блокада. Була б, де б Україна могла б чесно заявити на весь світ, сказати, вибачте, Росія робить такі дії, які прирівнюються до війни, вона нагло порушує міжнародне право, а тут вони просто затримують кораблі, там на декілька діб, відповідно, обшукують їх і потім пропускають. Ну, претензії є, зрозуміло, але це не таке, скажімо, тяжке порушення фундаментальних норм міжнародного права важливих. І тому це ускладнює можливість ефективної відповіді і залучення, в тому числі наших международных партнеров, відповідно. Что ж, Николай, я благодарю вас за ваши ответы. С нами на связи был Николай Белесков, украинский политолог и аналитик Института мировой политики. А к нашему разговору присоединяется Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр Матвеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что присоединились к нашему разговору. У меня вот такой к вам вопрос. Николай Белесков, только что украинская, скажем так, сторона в нашем разговоре, он утверждает, что по большому счету претензии к украинской стороне о том, что она недостаточно активно защищает Азовское море, во многом не сильно, ну, скажем так, имеют основания по той простой причине, что там в нынешнем соотношении сил Украина явно не может контролировать Азов, и уже после 2014 года фактически Российская Федерация имела потенциал для того, чтобы останавливать украинские корабли, досматривать их, и в принципе просто только сейчас начала использовать это для давления на Украину. Вот по вашему мнению, эта оценка справедлива? Действительно ли настолько Россия сильнее Украины в этом регионе, именно особенно на море особенно? Да, ну, конечно, я не могу сказать, что российский Черноморский флот является главной военной силой в Черном и Азовских морях, но если сравнивать потенциал России и Украины, то понятно, что Россия во много-много раз превосходит Украину здесь. Ну, даже говорить не о чем. И тем удивительнее было мне, когда Украина пошла же на обострение в этом регионе, захватив крымский рыболовецкий, крымское рыболовецкое судно, да? Ну и затем последовало вот это обострение, когда стали задерживать украинские суда, которые, впрочем, отпускают, как я понимаю. Александр Матвеевич, я предлагаю буквально через секунду вернуться к разговору. Просто у нас есть звонок от слушателя. Давайте выслушаем мнение или вопрос и вернемся к нашей беседе. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы, и мы вас слушаем внимательно. Мое почтение, господа. Здравствуйте. Я из Крыма. Первое у меня вам просьба. Вы постоянно говорите, что Россия блокирует ваши порты азовские. Но она ведь только задерживает суда. Поэтому, если вы не понимаете значение русских слов, перейдите на украинский. Это первое. А второй теперь вопрос. Почему вы столько времени стонете, что вам... На слове «стонете» мы закончили. Но, Александр Матвеевич, вот на самом деле интересный аспект, мол, об этом говорил даже и украинский эксперт, о том, что Россия на самом деле нет классической блокады, есть задержание судов, которые потом отпускаются, но, с другой стороны, для бизнеса, вы сами понимаете, что если вы направляете корабль в такой регион, его постоянно будут задерживать, и каждый раз под вопросом, отпустят ли его или нет, это как минимум приводит к росту логистических средств, да, то есть вы вынуждены платить больше экипажу даже просто за то, что он просто в море находится дольше. Но параллельно, скорее всего, люди будут просить больше денег чисто за риск оказаться в российской тюрьме в какой-то момент под тем или иным предлогом. Все-таки это тоже действенный способ. Да, это не прямая блокада, но это всерьез усложняет работу бизнесу, всерьез усложняет работу экономики этого региона. Да, я согласен совершенно, но послушайте, в ситуации, когда, повторю, украинские власти задерживают корабли, я уж как-то боюсь говорить там российские, но которые явно имеют отношение к России, и не возвращают,
правда? Которые затеваются, расследование, которое грозит стать многолетним. В этой ситуации, увы и ах, стороны перешли к нецивилизованному разрешению своих конфликтов. Когда действует правило око за око. Вот остается выяснить, в интересах кого такое развитие событий. Александр Матвеевич, ну вот со стороны Соединенных Штатов, это, в принципе, стало поводом для нашего сегодняшнего эфира, прозвучало слово «осуждение». То есть они в Госдепе прямо обвинили Россию в том, что действия России препятствуют морскому транзиту и являются одним примером ее кампании с целью подорвать и дестабилизировать Украину. В МИДе России также, само собой, не оставили эту ремарку без ответа, назвали досмотры легитимными и призвали Соединенные Штаты не вступаться за бесчинствующих подопечных. Вот, цитирую. Вот по вашему мнению, насколько такие заявления Соединенных Штатов способны оказать влияние на действия Российской Федерации в Азове? Некоторые влияние, конечно, оказать могут, но не очень большое. Увы и ах, отношения России и США находятся сейчас на уровне гораздо ниже нуля. И понимаете, опять-таки, чтобы дипломатические заявления, другие формы цивилизованных взаимоотношений действовали, нужно некое взаимное доверие. В отношениях между Соединенными Штатами и Россией оно отсутствует, стороны перешли к разговору о санкциях, к разговору на уровне санкций и контрсанкций. В этом случае вопрос судоходства в Азовском море является 125-м. Александр Матвеевич, коллеги говорят, что у нас есть еще один звонок слушателя. Я предлагаю выслушать его вопрос, и мы вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы. Здравствуйте, я из Крыма, Алексей. Хотел спросить, а вот какое отношение американцы имеют к Азовскому морю? Если они вообще понимают, что они сверхдержава, понятно, первая в мире, но не могу понять, какое отношение к Азовскому морю. Мы должны решать, Россия и Украина, проблему общую. Если задержают, значит проблема есть. А вот 2 корабля, когда вы отпустите? Вот в чем вопрос. Вот 2 корабля, которые вы захватили. Я не захватывал корабли, честно вам скажу. Поэтому мне сложно ответить на вторую часть вопроса, но я думаю, что первую часть вопроса я все-таки адресовал бы Александру Матвеевичу. Он сейчас на связи. Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр, вот насколько слушатели из Крыма возмущаются вмешательством Соединенных Штатов? По вашему мнению, стоит ли здесь возмущаться? Это не вмешательство, это выражение мнения Государственного департамента внешнеполитического ведомства США на те или иные события. Поверьте, российский МИД периодически выражает свое мнение по поводу событий в Сирии, Африке, Европе и где угодно. Это вот такая форма зафиксировать государственную позицию твоего государства по поводу того или тех или иных международных событий. Это, конечно, не является вмешательством в дела тех или иных государств. Что ж, Александр Матвеевич, благодарю за ответы. Напомню, на связи с нами был Александр Гольц, российский военный обозреватель. У нас осталось буквально пара минут, и к нашему разговору присоединяется Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Буквально минута, и у меня к вам вот такой вот вопрос. Скажите, в Украине вообще в этой ситуации стоит ли и дальше рассчитывать на маршруты через Азов, или лучше уже сейчас переориентировать свои логистические маршруты в Приазовье на черноморские порты?
Но я думаю, что этот вариант не следует исключать, поскольку Российская Федерация продолжает фактически блокировать Азовское море для того, чтобы вызвать очередной экономический кризис в Донецкой области, потому что через Мариуполь проходит экспорт, очень много экспорта, в первую очередь, металлургических предприятий. Поэтому следует, конечно, исходить из этого, но без привлечения в том числе дополнительных влиятельных государств, как Соединенные Штаты Америки, я думаю, что этот вопрос мы не сможем разрешить, поскольку государство-оккупант действует по-оккупански, ничего тут удивительного нет, и поэтому следует привлекать другие государства, в том числе и судебные тяжести, в том числе и, скорее всего, военное присутствие, постоянное военное присутствие американского флота уже в акватории Черного моря для обеспечения безопасности уже черноморских наших путей, поскольку Россия понимает только силу, тут по-другому не получится. Что ж, Тарас, я искренне благодарю за ваш ответ. Напомню, на связи с нами был Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. В эфире было радио «Крым Реалии», Александр Голубов. Мы говорили о кризисе в Азовском море, о реакции Соединенных Штатов на этот кризис, о контрреакции МИД Российской Федерации. Услышимся уже в ближайшее время.